У североостинских школьников началась горячая пора. Наступил уже второй день единых госэкзаменов. Выпускники уже сдали на выбор географию и литературу, а сегодня сдают обязательный экзамен по русскому языку. Всего тестирование проходит около 6000 человек. В республике организован 31 пункт приема экзамена. Один из них – 47-я Владикавказская школа. Здесь предстоит сдать экзамен ребятам из ряда других городских школ. Готовился, да, занимался с репетиторами, с учителями индивидуально. Ну, как сказать, все, которые даже уверены в себе, они чуть-чуть даже, боятся, потому что строго камеры и все такое. Чтобы избежать скандалов, в этом году было решено ужесточить условия проведения тестирования. В руках у выпускников экзаменационный минимум. Это паспорт, черная гелевая ручка и пропуск на ЕГЭ. Каждый ищет свою фамилию в специальном списке, чтобы узнать, в какой аудитории будет сдавать экзамен. Организаторы с соответствующими номерками в руках собирают выпускников, чтобы проводить до кабинета, так как за каждым закреплено индивидуальное место. Телефоны отключают и сдают. При входе в школу стоит металлоискатель. Уже в здании с пожеланиями удачи выпускников приветствует министр Алан Угоев. Мы подготовлены с технической точки зрения к проведению этой процедуры. Сотрудники полиции обеспечивают охрану правопорядка. Все проходит в штатном режиме, и в принципе мы надеемся, что этот день станет еще одним днем прошедшего этапа в жизни наших выпускников, и они получат свои результаты для дальнейшего определения своей судьбы, для поступления в высшее учебное заведение. В этом году школьники сдают ЕГЭ под особым контролем. Помимо общественных наблюдателей, в каждой аудитории установлены по 2 видеокамеры. За происходящим по ту сторону экрана пристально следят эксперты. А если смельчак все-таки найдется и решит списать, то результаты его работы будут аннулированы. Наблюдать за происходящим может любой желающий на специальном портале. Но большинство родителей не удержались и пришли лично поддержать детей. Правда, школы их не пускают, все ждут во дворе. Я ничего не могу сказать. Все переживаем и нервничаем, потому что в этом году намного сложнее, чем было раньше. Экзамен выпускники пишут в незнакомой аудитории с незнакомыми людьми. Поэтому, чтобы справиться с заданиями, нужны не только знания, но и крепкие нервы. Впрочем, у школьников есть время побороть волнение. Готовились целый год с классом. Выбрал еще историю, общество. Вроде все. Немного волнуюсь, ладошки потеют. Нет, я сказал, чтобы не приходили, а то еще больше волноваться за них. Для тех, кто все-таки не сможет справиться с нервами, в школе организованы медпункты со всеми необходимыми препаратами. Первая помощь оказать, все лекарства у нас есть, Нашатыр есть, волокардин, валерьянка успокаивающая, потом от аллергии есть тоже, может быть, мало ли аллергичный на что-то, и все. Результаты тестирования по русскому языку будут известны 10 июня. Следующий на очереди экзамен по английскому 2 июня. Фатима Макиева, Атсамас Шипшев, Осетия ТВ.